Всем добрый день. Очень рада всех вас видеть, встретить. Знаете, вот хочется сказать, что очень много вообще в этой книге. Вот лично у меня вот такой, мы закончили в прошлом году уже закончили, да? И до этого мы работали с этим 20 лет. В общем, получается, что это совсем не тем, что перевод заканчивается, потом идет вопрос финансирования, потом это самое издание и так далее. В общем, это все заняло 20 лет. И поэтому, знаете, вот это все-таки вот 1500 страниц, как говорится, вот сейчас вот говоришь, когда так, это как будто так легко и просто, да, на самом деле. Вот знаете, вот я, во-первых, хочу подчеркнуть то, что до нас еще вот Павел Николаевич работал, да? Самое главное, то, что мы тут, знаете, вот мы в лице Павла Николаевича имеем большого патриота своей страны, своей земли, своего народа. Это не всегда такие, и не везде такие патриоты рождаются. Мы должны быть просто горды тем, что мы имеем честь быть знакомы с ним. Это человек, который столько сделал, он дал бесценный дар своему народу, своим землякам. Это вообще книга уникальная. Книга уникальная. Разве есть в каком-то другом улусе, где написана история художественным языком, да, художественной книгой? Наверняка вот нет такого, чтобы она была описана история. Это именно историческая книга. Когда читаешь, там столько фамилий, это все люди, которые реально жили. Это реальные фамилии, это реальные образы. И вообще надо быть не просто патриотами, чтобы совершить такой подвиг, надо быть человеком большого таланта. Это глубокий талант, это большие знания, вследствие чего-то все получилось. Понимаете, вот, я думаю, что Павел Николаевич, конечно, когда он писал этот труд, он историк краевед. Поэтому он вложил сюда столько и хотел, чтобы это осталось для многих других поколений, еще будущих поколений, да? Конечно, мне немного жаль, что сейчас книги отношений сейчас поменялось, да? Мы замечаем, что народ, в общем-то, почти перестал читать. Ну, может быть, старшее поколение читает, да? И надо каким-то образом вообще привлекать. Молодежь надо привлекать. Ну, я не знаю, каким образом это все. Это есть какие-то методы, как говорится, да, механизмы, да? Но дело в том, что, вот, например, на книге, вот последняя книга, она 500 страниц. Сюда вошло, это хотя бы самое объемное, но сюда столько событий вошло. Вы знаете, вот, для меня тоже было самой столько открытий. Хотя я думала, что я, в общем-то, знаю про гражданскую войну, про революцию, про то, какие события происходили в те годы, например, да, что у нас есть Ксенофонтов, что у нас есть Никифоров, да. А тут даже образ Орджоникидзе, Серго Орджоникидзе, да, например. Почему именно именем Орджоникидзе был назван этот улус? Раньше, в годы Советского Союза, район был имени Орджоникидзе. И там прямо такой хороший художественный образ этого Серго. Я, например, просто в него влюбилась. Вот такой действительно вот такой образ революционера, такой теплый, такой, знаете, вот душевный, как ты его понимаешь. И он влюбился в нашу землячку, скажем так, да, вот, из Покровска, Зинаиду. И потом они же так и вместе поехали в Москву, и там жили, потом там он встречал наших, и очень много помогал. И говорит, что Якутия стала второй родиной. Вот когда знакомишься с историей не просто сухим таким языком документальных книг или там хроники, да, а именно читаешь вот из таких книг, то все становится намного ближе. Про ту же семью, великолепную семью Ксенофонтов. Там каждый член семьи, он просто обрисован, так выпукло, прямо ты вот читаешь, и прямо это самое, ты видишь их отношения. Мы все знаем, что были конфедералисты, да? Как-то вот где-то что-то слышали, примерно даже в 90-е годы у нас очень много про это говорили. А тут прямо, как это получилось? Почему это получилось? Как это получилось? Об этом все описано. И потом, каким образом пришли наши молодые к решению того, чтобы это самое, да, запросить автономию. Кто
кто был, ведь до сих пор вот сейчас, кто поддерживал Ленин, Сталин, почему там дальше, как это вообще дальше пошла история, это тоже освещается. В общем, короче, а потом, знаете, я сама вообще родом из Англии, и впервые прочитала тут, знаете, вот про осаду Англии 3 раза там осада была в годы гражданской войны. Кстати, нынче ведь у нас столетие, да? Вот нынче отметили весной столетие осады Сахалсвы. Вот. Строд. Там образ Строда, да. В общем, знаете, вообще, это было, когда вот переводишь, ты же невольно, если ты переводишь, ты читаешь каждое слово. Ты знаком с каждым словом, как бы это самое, да, вот это все проникает. Через тебя идет каждое слово, написано автором. Каждое не то, что слово, там, каждая приставка, каждый предлог, как говорится, да, каждое его дыхание ты должен передать правильно, с тем, чтобы ничего не потерять. И вот это для меня тоже было открытием. Как описано, это осада. Трехдневная осада, где вот Сахалсвы, когда значит, красноармейцы, истекая кровью, держали эту осаду. И вот благодаря вот этой осаде у нас в 1923 году закончилась гражданская война. Наконец-то она закончилась. Завершилась в 23 году, хотя мы взяли автономию в 22 году, и только через год она завершилась. Я почему-таки вот делаю ссылку вот на такие моменты с тем, чтобы как-то вот, знаете, вот довести до своих, чтобы эту книгу читали. Конечно, вот жаль, что предыдущих 3 книг нету, вот сейчас как-то самое, да. Если бы все вместе было, как вот, как я это сказала, да, 4-томник это «Войны и мира» Толстого, когда все вместе, когда ты читаешь все один за другим, один закроет, потом прочитаешь, хочется 2-й, 3-й и так далее, да. А тут это получится, что вот первых 3 нету вот с собой, да. Сейчас с этим познакомиться, а тут какой пласт истории прошел. Все эти вот 2 столетия прошли целых, да. И вот дело в том, что, может быть, это где-то чьих-то вот будущее дело кого-то тоже патриота своей земли, скажем, своего народа, что это выйдет 4 книги и выйдут все вместе, может быть, да. Я хочу сказать, вот я вспоминаю серийные презентации тоже Андрея Анатольевича, вы знаете, это прошла в Покровской презентации, это был какой год, я не помню, 8-й или 9-й ли год был, да? Вот когда прошла первая презентация, тоже очень долго искали, помните, тогда это как раз вообще был кризис финансовый, трудно было найти. Я понимаю, тогда каждый раз это вот находить деньги, это была самая такая препона, которая встречалась на пути, да? И глядя на Анатолия Анатольевича, я помню тот зал, где я проходил это, прямо, знаете, вот так вот, так, он правда, что как еще энтузиаст, он искренне был восхищен тем, что эта вот книга вышла, да, и сказал, я, говорит, получил эту самую книгу в пятницу, и все выходные, говорит, прочитал. Я днем и ночью, говорит, читал, и вообще, говорит, был настолько рад он, это действительно светилось в его голубых глазах, это искренняя радость. Он был очень рад, и этим своим он вдохновил своих земляков, что я думаю, что после этого другие тоже прочитали, да. Действительно, он вложил очень много, сделал очень много для того, чтобы это в переводе эта вот книга вышла. Да, еще бы я хотела сказать, что я благодарю Аиду Ефимовну. Это наш, конечно, самый один из друзей. У нас всего очень 2 драгоценных наших переводчика, которые профессиональные переводчики. Благодаря им, может быть, сейчас вот у нас действительно классический перевод держится у нас, имеется, да. И что в далеком 2003 году Аида подошла ко мне и сказала, давай, Люба, давай, вот Антонику поступил роман, давай начнем переводить, у него там несколько книг. И я была так обрадована, что она мне доверилась, что она, значит, попросила меня с ней поработать. Это, конечно, тоже дорогого стоит. Я за это очень благодарна своей подруге о том, что тогда это все началось. И кто бы сказал, что это все закончится только через 20 лет, да? А дело в том, что на переводе, товарищи, много не заработаешь. Это не отдельная работа. Это ночная работа. Это работа, когда после всех забот, после работы, после всего, то, что остается, это идет в перевод. И сколько вот ты просто ставишь цель, ты должен это сделать. Вот к этому идешь. И тогда все получается. Вот, так что это, так много чего-то самое, да.
И, конечно, всем я вам завидую, тем, кто еще не прочитал, и тем, кто только намеревается, завидую такой белой, хорошей завистью того, что читатели, которые прикоснутся вот к этому творению, к этой эпопее, который вам даст, несомненно, даст очень много и очень обогатит ваш ум, ваше сознание, ваше видение, ваши отношения и вообще вас очень возвысит, можно даже сказать. Желаю всем того, чтобы эта презентация для вас принесла очень много, ну, как бы положительного и вообще вот новых, скажем так, побед в мире литературы. Читаете ли вы? Читаете Николай Николаевич?